правительстве Коми сегодня специальными премиями и медалями отметили деятелей искусства республики, артистов, писателей, музыкантов и художественных мастеров. Награды в области драматургии, сценического искусства, литературы и культуры вручал первый заместитель председателя правительства Коми Игорь Булатов. О том, кто же получил награды, Евгения Кладкевич. Первыми правительственные премии получают артисты драматического и молодежного театра в Коми. Сразу 6 служителям сцены вручают премии имени Виктора Савина за постановку спектакля СКТВ-КР. Посвященный столице республики, проект предстал перед зрителем в 2020-м. В основе сценария – рассказы горожан о себе и родном городе. СКТВ-КР с успехом прошел и на московской сцене. Весной этого года постановка вошла в программу фестиваля «Золотая маска. Маска плюс». Среди награжденных за интересную необычную историю народный артист Коми и заслуженный артист России Виктор Градов. Эта награда говорит о том, что несмотря на то, что в наше время есть некоторые трудности появились, но жизнь продолжается, об этом говорит эта награда. И эта награда говорит о том, что в нас сидит неиссякаемая вера во все хорошее. Премии имени Ивана Куратова в области литературы награждены Алексей Мишарин и Александр Суворов. Авторский коллектив подарил читателю роман «Извэлы из» или «Коса на камень». История о силе человеческого характера. Главный герой доказывает, никакие жизненные испытания не способны сломить нравственные ценности человека. Еще одна такая же премия достается Андрею Попову. Член Союза писателей Республики Коми перевел десятки произведений коми-поэта на русский язык и составил сборник стихов «Исповедь». А вот премия в области культуры уходит целому коллективу государственного ансамбля песни и танца Коми «Ася Кыа». Это очень важно для каждого из нас. Артиста балета нас получается 4 человека и хормейстер. Первый раз я получаю эту премию, так же, как и наши ребята. Приятно, что нас отметили, приятно, что нас продвигают, приятно, что это ценно и важно и значимо, потому что, когда мы это делаем, мы же это делаем для людей. За большой вклад в создание современной вокальной и инструментальной музыки для детей и юношества Коми премию в области культуры получает Светлана Головина. Ту же премию за вклад в развитие музыкального искусства и просветительскую деятельность получает симфонический оркестр театра оперы и балета Республики Коми. Пользуясь случаем, артисты приглашают всех на одну из главных театральных премьер этого месяца «Пиковую даму». 21 ноября на сцене новая версия спектакля, в котором актеры появятся в масках. За достижения в театральном искусстве премия народного артиста СССР Ивана Аврамова награждается Елена Чувьюрова, артистка Национального музыкально-драматического театра Коми. Все равно Республика Коми звучит как культурная, может быть, не столица, но в топ-3, топ-5 точно в стране. И в Министерстве культуры федеральном тоже Республика Коми на особом счету. То есть это видно по поддержке со стороны федеральных властей практически на любую инициативу, которую мы можем документально подтвердить и запланировать. Они отвечают достаточно активно. Награды и Марии Ивановой, и Александру Выборову. Оба мастера в области народного художественного промысла. Мария занимается кружевоплетением, реконструкцией нюфчинского кружева. Обоим вручаются премии имени Семена Аверина. В конце торжества Игорь Булатов отмечает: очень важно и дальше, не сбавляя темпов, развивать культуру региона и чтобы как можно больше наших талантливых земляков славили Коми за ее границами. Евгения Кладкевич, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.